Сегодня в Астане торжественно встречали Си Цзиньпина. Председатель Китайской Народной Республики прибыл в Казахстан с государственным визитом для участия в саммите ШОС. А перед этим казахстанские СМИ опубликовали его статью, где лидер соседней страны размышляет о сотрудничестве. Председатель КНР заявил, что Китай решительно поддерживает Казахстан в вопросах независимости и территориальной целостности. За визитом почетного гостя наблюдал Арман Сарсенбаев. В столичном аэропорту гостя встречал президент Казахстана. По случаю визита главы Китая был выставлен почетный караул, а членов делегации встречали дети, размахивая флагами двух стран и исполняя китайскую песню. Перед визитом в Астану Си Цзиньпин опубликовал статью, где он размышляет об экономическом развитии двух стран. Как заявляет лидер Поднебесной, будет расширяться доступ казахстанских товаров на китайский рынок и наращиваться сотрудничество во многих сферах. Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранного пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступают против какого-то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана. Для Китая Казахстан также является окном для выхода на серьезные европейские рынки. Недаром 11 лет назад Си Цзиньпин заявил о своей глобальной инициативе «Один пояс, один путь», что вылилось в проект Транскаспийского международного транспортного маршрута. Торговый коридор находится в зоне интересов обеих стран, ведь Казахстан расположен на узловом пути Востока и Запада. По мнению некоторых экспертов, такое сотрудничество открывает заманчивые перспективы. Взаимовыгодность в этом и заключается. Китай свои интересы соблюдает, но для Казахстана тоже свои интересы, потому что мы же не можем закрыться и протекционистскую политику вести против экономики такого масштаба. Мы, наоборот, должны эту экономику использовать, мы, наоборот, должны перенять опыт, мы, наоборот, должны от этой экономики иметь свои дивиденды и всегда идти ногу со временем. За 3 десятка лет отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, а в минувшем году достиг 41 миллиарда долларов. По мнению экспертов, с помощью Поднебесной Казахстан может продвигать свою узкоспециализированную продукцию, например, комплектующие запчасти для какого-либо производства. Нам надо, конечно, с точки зрения попытаться с помощью китайских предприятий встроиться мировые цепочки поставок, так называемые GVC, Global Value Chain. Потому что у них основные вот эти компании, большие транснациональные корпорации находятся, Китай основное производство. Мы могли бы стать как так называемыми нишевыми поставщиками. Потому что с точки зрения масс-маркета мы, наверное, не сможем с ними конкурировать и с Россией, и с ними, потому что себестоимость единицы продукции у нас в любом случае выше. Планируется, что на предстоящей встрече китайская сторона будет обсуждать тему двусторонних отношений, а также новые стратегические планы. В рамках визита Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сам саммит ШОС под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию» состоится уже завтра, где представители 16 стран будут обсуждать мировые и региональные проблемы. Арман Сарсенбаев, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.